Аномальная жара в тени плюс 30 градусов не повлияла на статистику прошедшего в республике Дня здоровья. Более 50 тысяч сторонников активного образа жизни поддержали федеральный проект «Спорт. Норма жизни». В их числе были и триатлонисты Чувашии, участвовавшие в юбилейном пятом по счету казанском этапе Iron Star. На месте события работал и наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Самые жесткие и решительные сторонники спортивного образа жизни в Общереспубликанский день здоровья решили испытать себя в триатлоне. Спустя год столица Татарстана вновь принимает гонки железных звезд. Постковидный старт «Железных звезд» для Казани стал юбилейным. Пятым заявки на участие в полужелезке протяженностью в 113 километров подали около 700 человек. В числе великолепной восьмерки триатлетов Чувашии под 690 номером к старту готовился 46-летний чебоксарец Михаил Морозов. Это совершенно новое ощущение, это совершенно новое, то, что ты не испытываешь в обыкновенной жизни. А вот здесь, на старте, особенно после, на финише, ты испытываешь такие удовольствия, которые больше нигде не испытываешь. 3, 2, 1! Для альпиниста-любителя, за плечами которого 3 пятитысячника и ведущего подготовку к очередному восхождению гонка в циклическом многоборье, плавание в открытой воде 1900 метров, 90-километровая велогонка, а на сладкое беговой полумарафон стала испытанием на прочность. Справиться с поставленной задачей спортсмену удалось благодаря и поддержке сыновей Никиты и Тимофея. Так что спустя 6 часов 23 минуты и 51 секунду Михаил Морозов самостоятельно пересек финишный створ. Главная цель выполнена. Я преодолел себя и показал пример своим детям, как это надо делать. Возрастная группа триатлетов 45-49 лет была самая многочисленная, почти 100 участников. В этой группе 11-й результат показал вице-мэр Казани, президент Федерации триатлона Татарстана Денис Калинкин, который после финиша был больше удовлетворен не результатом 4 часа 55 минут, а антиковидной организацией масштабного мероприятия. Несмотря на пандемию, мы приняли хорошие меры по обеспечению безопасности людей. Поэтому спортивные состязания, они всегда нужны. Самым быстрым из чувашских триатлетов стал Михаил Умнов, стартовавший в группе «Элита». Жесткие погодные условия все же дали себя знать. И 29-летний спортсмен в абсолютном зачете показал 21 результат. 7 с небольшим минут, не дотянув до высшего республиканского достижения, принадлежащего мастеру спорта России международного класса Сергею Яковлеву. 4 часа 17 минут 34 секунды. Вячеслав Ильин, Вести, Чебоксары.